Россия. Аресты трудовых мигрантов продолжаются. В Туркменистане будут внесены поправки в основной закон. Эхо Белоруссии. В Узбекистане примут новый закон о митингах. В России продолжаются аресты трудовых мигрантов из Центральной Азии по обвинению в так называемом терроризме, финансировании и вербовке в ряды запрещенных группировок. Так, российским военным судом приговорен к 7 годам лишения свободы 26-летний уроженец города Куляб Хафизов Фируз Сафарович. Об этом сообщает новостной портал «Новая версия». По официальной версии ОФСБ по Саратовской области Хафизову инкриминируется вербовка рекрутов посредством идеологической обработки через интернет. Задокументирован факт осуществления им вербовки жительницы города Саратова для последующего вступления ее в состав международной террористической организации движения «Талибан», сообщила пресс-служба ОФСБ. Также пресс-служба ОФСБ России опубликовала видео с задержанием группы трудовых мигрантов из Центральной Азии в Нижнем Новгороде. По информации чекистов, все задержанные являются гражданами Таджикистана. По предположению следователей, так называемый лидер группы неоднократно посредством электронных платежей переводил деньги неким террористам в Афганистане, а те, в свою очередь, тратили деньги на террористическую деятельность. На видео, опубликованном пресс-центром ОФСБ, арестованный уроженец Таджикистана представляется Исломом 1997 или 1998 года рождения. Имя? Отчество? На видео задержанный полностью отрицает обвинение в причастности к терроризму и финансированию ИГИЛ. На данный момент Ислом заключен под стражу. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности», статья 205.1 УК РФ, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, что совсем недавно в нескольких российских регионах прошли аналогичные задержания мигрантов из Центральной Азии по подозрению в так называемом терроризме. ОФСБ России опубликовала несколько видеосъемок проведенных спецопераций. В Москве, по версии спецслужб, якобы при попытке сопротивления был убит 19-летний таджик. Стоит отметить, что если ранее о сфабрикованности таких уголовных дел по отношению трудовых мигрантов в большинстве случаев говорили эксперты и политологи, то на сегодня уже подавляющее большинство россиян осознают происходящее, о чем свидетельствуют комментарии в соцсетях и новостных сайтах под такими публикациями. Государственное информагентство Туркменистана сообщило о завершении работы над проектом по внесению изменений в Конституцию Туркменистана Конституционной комиссией по разработке и обобщению предложений. О завершении работы президенту Гурбангулы Бердымухамедову сообщили на онлайн-заседании комиссии 19 августа. Главным изменением является создание в стране двухпалатного парламента под названием Национальный совет. Роль Верхней палаты будет играть Халк Маслахаты, Народный совет, а роль нижней – Меджлис, нынешний парламент. Бердымухамедов заявил, что речь идет о выводе на более высокий уровень деятельности демократических институтов. В нашей Конституции в качестве высшей ценности общества и государства определен человек. Защита, поддержка и служение человеку – главные задачи органов государственной власти, подчеркнул он. Стоит напомнить, что в последнее время туркмены начали активно высказывать свое недовольство в отношении политики режима Бердымухамедова. Причем как находящиеся за пределами Туркменистана, так и живущие внутри страны. Дошло до того, что в городах Туркменистана появились листовки и плакаты с фотографиями президента Гурбангулы Бердымухамедова и словами «Гюмбол», «Пошел вон» и «Огри», «Вор». Также на банкнотах различного достоинства появились надписи, написанные ручкой «Смерть Харамдагу», «Народ проснулся» и «Харамдаг Гюмбол». По мнению политологов, на фоне массовых народных протестов в Белоруссии, Бердымухамедов пытается продемонстрировать народу развитие демократии и либерализма в стране.
Напомним, что в Беларуси вот уже более 2 недель продолжаются народные протесты и забастовки рабочих с требованием отставки президента Лукашенко. Власти Узбекистана 18 августа на портале обсуждений законодательных актов СОВАС Regulation.gov.uz опубликовали проект закона о митингах. Посетители сайта в обсуждении данного проекта высказали мнение о том, что потребность в данном проекте продиктована нынешними массовыми протестами в других странах СНГ, в частности в Белоруссии. В свою очередь МВД Республики разместила на своем сайте заявление. После того, как проект закона о митингах, собраниях и демонстрациях, разработанный Министерством внутренних дел, был вынесен на общественное обсуждение, у пользователей социальных сетей сформировались различные расплывчатые мнения о том, что необходимость принятия этого закона возникла после массовых протестов в Белоруссии, говорится в сообщении. Основной целью появившегося документа в МВД назвали реализацию конституционных прав граждан на осуществление своей общественной деятельности в форме митингов, собраний и демонстраций, а также повышение их правовой грамотности в этой сфере. Bugungi talabni tenglashtirib bo'lmaydi. Zamon har soatda yangi choralar qabul qilishga majbur qilyapti. Согласно документу, публичные мероприятия можно проводить только по рабочим дням в период с 10 до 18:00. Они должны продолжаться максимум 2 часа. При этом расстояние от места сбора граждан до ближайших зданий органов власти, судов, дипломатических представительств должно составлять не менее 300 метров. Заявление на митинг или шествие, согласно проекту, необходимо подавать не позднее, чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Оно будет рассмотрено ответственными лицами в течение 10 рабочих дней. Зарубежным странам, международным и зарубежным неправительственным и некоммерческим организациям финансировать публичные мероприятия запрещено. Обсуждение данного документа продлится до 2 сентября. Har bir rayonda rahbari, korxonaning rahbari, ayniqsa viloyat sektor rahbarlari ogoh bo'lishi kerak.